Кыргыз кинематографиясынын өнүгүшүнө зор салым кошкон белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев 1941-жылы 12 январда Фрунзе шаарында интеллигенттин үй-бүлөсүндө жарыкка келген. 1959-жылы Бүткүл Союздук кинематографисттер институтунун режиссердук факультетине тапшырып, 1964-жылы аяктаган. Дипломдук иши катары 1965-жылы экранга чыккан белгилүү манасчы Саякбай Каралаев тууралуу «Манасчы» документалдуу фильми 1966-жылы Германиянын Оберхаузен шаарында өткөн эл аралык фестивалда башкы байгени жеңген. Ал эми өзүнүн чыгармачылык жолунда орчундуу орунду ээлеген көркөм тасмасы казак жазуучусу Мухтар Ауезовдун чыгармасы боюнча «Кара шашуусунда атылган ок» көркөм фильми 1968-жылы экранга чыгып, Алматы, Мински калаларында башкы орундарды ээлеген. Шамшиевдин ушул фильми кыргыз киносундагы эң чоң жетишкендик болуп саналат. Дүйнөдөгү 100 мыкты фильмдердин катарына да Төлөмүш Океевдин Бакайдын жайыты жана Болот Шамшиевдин Кара шашуусунда атылган ок картиналары кирип калышы улуттук сыймык катары саналат. СССРдин эл артисти, кинорежиссер Болот Шамшиевдин Ыс көлдүн кызгалдактары, Ак кеме, Бөрү зындан картиналары да дүйнөлүк кино ышкыбоздорунун арзуусуна айланган. Сиздин фильмдериңизден дагы бир мыкты картиналардын бири Ыс көлдүн кызгалдактары фильми болуп саналат. Ошол Кыргызстанда 20-жылдардын этегинде болгон чек арачылар туурасында баяндайт да. Ошол фильмдин сценарийи туурасында жана кандайча кайрылып калдыңыз? Это сценарий был Юрия Сокола. Василий Сокол, его отец, это просто так. Его фамилия была поставлена. А так написал сценарий Юра Сокол. Они взяли книжку, Сытин был такой пограничник, он написал книжку, я потом ее нашел через лет 5 или 10, после того, как фильм снял, «Контрабандист Тяньшань». Вот, и у нас фильм-то вначале был «Контрабандист Тяньшань». Мы с Ашимбеком Джахапековым поехали собирать материал по Сыкулю, Каракол, Дитогус и так далее, Покровка. И ночью нашу машину останавливает ГАИ. И у шофера требует его командировочно. Подходит, фара горит, он к фаре подносит командировочно. И это кричит: «Эй, Гимай, эй, Беркельчи, я здесь контрабандистов поймал вообще». Тогда в советское время близко вообще не было понять, что такое контрабанда. Это сейчас все мы знаем, что контрабандисты. Вот. А вот тогда мы, как контрабандисты, попались вообще вот, местным ГАИ. Отец, зеленый оса пошел по пути Карабалты. Пусть и он сломает себе хребет на этом пути. И мы тогда собрали очень интересные материалы про Джакшылыка Джантая. Человек, который Джакшылыка убил, күйөө баласы болчу. Вот там был в Жетогозе колхоз Үлгү деген. Вот мы с ним познакомились, он нам все рассказывал про там то-то. Интересно. С Кутаном Тургоевым, как он был, как Кутана Тургоева ранили, как он остался живой и так далее. Это очень интересно. Вот эти все материалы, сейчас они у меня остались. Отец, вы хотите, чтобы я повторил свой рассказ? Да, мой Машан. Расскажи-ка еще раз, как ты с ним разделался. Этот кабан отчаянно сопротивлялся. Да-да. С ним нелегко справиться, но я изрешетил его из пулемета. Ты врешь, Машан. Карабалта вернулся на заставу невредимым. Что замолчал? Или у тебя собаки язык вырвали? Нет, нет. Я еще понадоблюсь вам, отец. Ладно, прощаю. Все равно он в моих руках.
И через много-много лет, уже почти, считай, 50 лет прошло, я сейчас пишу новый роман, и вот в этом новом романе какие-то вот эти отзвуки вот этого они есть. Вообще как-то получилось, что опийная тема, которую я начал в «Алых маках», потом продолжал в «Волчьей яме», «Покаяние жандармского ротмистра Российской империи». Вот сейчас у меня роман такой про 16-й год, трагедия 16-го года. Вот. И сейчас вот роман мой, новый роман, мое путешествие во времени. Баягы кыргыз тилинде менин өмүрүмдүн саякаты. Вот. И вот там тоже опийная тема возникает. Ну, для меня была главная не опийная тема, конечно, а была очень важна трагедия 16-го года. И вот я после «Хараш-Хараш», сперва «Монаши» я поднял тему 16-го года, потом «Хараш-Хараш», потому что это преддверие, почему произошла эта трагедия 16-го года. Вот. И потом в «Алых маках». Ушул Ысык көлүнүн кызгалдактары фильмин кийинчерээк дагы улантып тартайын деген ой болду беле. Конечно. Дело в том, что я, конечно, был тогда еще слабый сценарист. Вот. Я ведь этот сценарий переписал. Вот. И мне Ашим Джахбеков помог с диалогами. У меня хорошие русские диалоги были. Вот. Поэтому я, пользуясь моментом, хочу принародно еще раз сказать спасибо памяти, светлой памяти Ашим Джахбекова. Замечательный писатель. Фильмде эми жана бир диалог бар. Кайсыл элиң бар сенин депчи. Ошол Советтер Союзунун учурунда кандайча өтүп кетти да? Ну, это слова, которые написал Ашим Джахбеков. А тогда был секретарем ЦК Мураталиев. Я сказал, что это такое, это что такое? Я говорю, ну это же отец контрабанды. Уже отрицательный герой. Ну, отрицательный герой должен какие-то отрицательные вещи говорить. Вот таким образом мы защитились. Ошон менен өтүп кетти. Да. Шашпа Кучкач, коет. Погоди, Кучкач. Бул чокумдук өлөр алдына тили келмегелер бекен угалчы. Может, перед смертью придут к нему слова молитвы? Чөгөлөгүн иттин баласы. На колени, сукин сын. Моли о пощаде. Баракен байзак. Счастье обошло меня. Мурда бетиң ачылып калга тийбедиң да. Раньше я не знал, кто ты. Выжги мне глаза за это. Сыйбаңдап калтыга кирип жүргөн түлкү элемиз. Оторви руки, которые касались тебя. Жанды маңгы кылып боздуң. Сколько душ ты загубил. Позор жугуздуң. Заразил неизлечимой болезнью. Элиң арагыш куткарбайт сени. Ты в ответе перед народом. Шорду. Несчастный. Туй албай атып койгон ачы болот. Коза сама разродиться не может, а идет к овце в повитухе. Эртегиң бар эсиң жок. Барбаңдагын байкушум. Ты смел, но глуп. Кайселиң бар сенин? Я. От имени какого народа ты говоришь? Твой народ умер. Понял? И его не воскресить. Хоть кричи, хоть плачь. Я. А ты мне еще о чести его заикаешься? Дурак. Ал эми фильмде Золотой рот деген дагы бир каарман бар, эпчил. Бул бир катар фильмдерде директор болуп картиналарда иштеп жүргөн Абды Ибраимов. Он с «Монаши» начал работать, он постоянно на моей... Он все время говорил, Болот, я твой талисман. Вот если ты меня не возьмешь на картину, смотри, сразу твоя картина плохая будет. Золотой рот хороший человек, потому что он боится всего. А кто такой Золотой рот? Это я. Я хочу разрешения ездить за вами, когда пойдет отряд ловить контрабанду. Зачем? Я не буду вам мешать. Я буду ехать сзади и собирать брошенных лошадей.
Он, конечно, не актер, но он сыграл великолепно. Твоя жена будет умирать как горы, там, ну, замечательно. Мне прислал один большой человек, но не могу назвать его имя. Но хочу сказать правда. Этот человек просил тебя сказать, Остап опиум, уходи отсюда. Слушай, передай этому человеку, что он болван. Правильно, товарищ начальник, он действительно болван. Но он сказал, если отсюда идешь, тогда получаешь свою жена. А если нет, то я боюсь сказать. Ты что, с ума сошел? Твоя жена у этого человека. Где она? Где отец контрабанды? Могу сказать, он недалеко ущелья, но твоя жена может умереть раньше, чем ты сделаешь первый выстрел. Слова отца очень большие. Про них надо долго думать, а потом решать. Фильмде аны менен иштешүү кыйынчылык жараткан жокпу Абдай Ибраимов менен? Ну, тяжело, Өзгеси конечно, актер было, он же болгонсун. не профессиональный актер. Я должен был его до кондиции довести. Ты что, недотрога? Ассалому алейкум, Батыр. Понимаю, мой повелитель. Тебе плохо. Но не падай духом, я помогу тебе. Пошел вон. Химичев, Борис Химичев. Это его первая картина была. Он такой дубина был, еле-еле. А Симонкул, который уже прошел школу хорошо, он уже был профессионал у меня. Теперь играл у меня Атая, Ирсалиев, да. Тоже не профессиональный актер. Но он молодец. Он вошел в роль, как он такой красавчик, тапанча такой, знаешь, как он сидел. Я для него и колпак сделал, и вот специально нашел тоже в архивах вот эти патронташи, эти вот винтовки украшенные. Бедный мальчик. О, Боже, сохрани, на нем живого места нет. Победа моя. Свободу мне и русский ханум. Да, но атаман слов на ветер не бросает. Ты же хотел отрезать ему голову сам. Разрешаю. Байзак, ты опозорил весь род. Ты нарушил Божий суд, и потому не видит тебе добра. Ты подобен волку в капкане. Будь ты проклят. Будь проклят духами предков, Байзак. Все сожгли, все уничтожили. Ничего на Киришвиле не осталось. Столько мы сделали. И на Хараш-Хараш, и на Белый пароход, и на Алымаки, и так далее. Все уничтожили. Это же какой-то кошмар вообще. Все поворовали. Болот агай, ушул Ысык көлдүн кызгалдактары фильминде казактын ак таңдай акыны Биржан Салдын Темир тас уулуна арнаган ырын кошконсуз да. Кандайча кошуп калдыңыз? На Хараш-Хараш мне помогал, два писателя мне помогали. Это Асқар Сулейменов и Қалихан Исхақов. Это люди, которые абсолютно бескорыстно помогали, без всяких денег и так далее. Они и приехали и на съемочную площадку и так далее. Асқар Сулейменов был влюблен в казахскую музыку. И однажды он пригласил своего друга, кандидат наук, биологических наук, Умирбай Айтбаев. Молодой парень был, старше меня на года 2-3. И он сыграл Темир тас. Меня так потрясло это, что я записал. Потом этого Симонкул разучил это. Потом
Өмербай и Симонкул, они сидели вдвоем, и тот смотрел на его руки. Симонкул играл, смотрел на его руки, как и руки движутся. И тот ему постановку рук сделал. А потом Симонкул играл так, что Өмербай просто восхищался. Говорил, какой талант. Да, да. Он попал полностью в синхрон. Вообще, великий артист был Чукмаров. Мы как записывали Темиртас, интересно, в Москве. Там симфонический оркестр же, да? Вот. Там специально была написана музыка, он играл соло. Домбра соединить с симфоническим оркестром. Вот. И вот он стоит там коридор, и он распевку делает. И так далее. А те ходят, смотрят, у него инструменты домбра, эти оркестранты. Так с любопытством смотрят и подхихикивают, да? Вот. И потом мы начали репетировать, два-три раза сыграли, но у него идеальный слух, абсолютно слух у Өмербая. Сыграл так, музыканты, вот смычки там и так далее, они все стали по пятитру это стучать. Оказывается, это высшее восхищение. Yazбаған соң